Алексей Аркадьевич, добрый день. Добрый день, уважаемая Белла. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы хотим поздравить вас с праздником, с Днем России и желаем народу России процветания, благополучия, стабильности и мира. Большое вам спасибо. Я, пользуясь случаем, также хотел бы поздравить всех жителей Республики Абхазия с государственным праздником Российской Федерации. Знаю, что у вас в республике очень много также граждан Российской Федерации. Хочу пожелать всем успехов, достатка и благополучия. Вы не так давно уже в должности посла. Насколько органично вы вошли в эту должность и вот в этот период рабочий первый? Спасибо за интересный вопрос. Честно говоря, наверное, стоит спросить у моих коллег, насколько я органично смог вписаться в новую должность. Не буду скрывать, для меня это, конечно, большая ответственность. Прежде всего, все-таки долгое время я занимался проблемами Закавказья из Москвы. Это с формальной, даже с дипломатической точки зрения несколько иное, чем быть аккредитованным, как у нас говорят, в стране пребывания. Для меня это дружественная республика Абхазия. Действительно, только вчера прошел ровно месяц со дня моего приезда к вам и чуть меньше месяца со дня вручения верительных грамот уважаемому президенту Республики Абхазия Раулю Джунковичу Хаджимба, за что я очень признателен руководству республики. Я стараюсь как можно спокойнее, как можно грамотнее в профессиональном смысле войти в курс дел, происходящих в вашей стране, и фактически с первого дня приступил к исполнению своих обязанностей со всей долей, немалой долей ответственности, которую на меня наложена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Буду стараться оправдать оказанное доверие. Вы сказали о том, что уже 13 лет занимаетесь проблемами Кавказа, в том числе и Абхазии. И в этой связи хотела бы вас спросить, что особо вас привлекает в Абхазии? Есть такой момент? Прежде всего, в Абхазию меня привлекают абхазцы, жители республики. Мне очень импонирует откровенность ваших людей, свободолюбие, нацеленность на достижение реальных результатов в своем труде. Когда я действительно познакомился с республикой в профессиональном дипломатическом плане, это даже более чем 13 лет тому назад, когда я работал в городе Вене по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, занимался вопросами урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве. Вот в дополнение к открытости и дружелюбию вашего народа я бы добавил, что с профессиональной точки зрения для меня изначально это был большой вызов. То есть в дипломатическом, в политико-дипломатическом смысле это большой вызов, большая ответственность и большой интерес, поскольку действительно увидеть в ходе своей достаточно длительной карьеры, в следующем году у меня будет 30 лет службы, дипломатической службы в Министерстве иностранных дел сначала СССР, а потом Российской Федерации, я испытал немало и сложностей на своем дипломатическом пути, но и немало удовольствий. Вот в частности, начав заниматься в начале 2000-х вопросами урегулирования конфликтов, включая абхазско-грузинский, я был крайне рад и счастлив видеть те радостные лица абхазцев 26 августа 2008 года, когда Российская Федерация признала независимость вашей республики. Такое никогда не забывается. 13 лет вы руководили или занимались проблемами Кавказа из Москвы. Вот непосредственное соприкосновение, вот какой эффект для вас имел? Было ли какое-то удивление? Или вы были к этому готовы? К тому, что вы здесь увидели, вот эту обстановку изнутри, уже не из Москвы? Наверное, удивления в прямом смысле не было, поскольку начиная с 2008 года, это октябрь 2008 года, когда, как вы, наверное, знаете, мы открыли вместе с абхазскими, юго-осетинскими друзьями и коллегами женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Я стал регулярно, на постоянной основе приезжать на несколько дней в вашу республику для проведения консультаций, в первую очередь в Министерстве иностранных дел, а также в ряде других министерств и ведомств, по тематике женевских дискуссий, которая достаточно широкая, как вы знаете, от военно-политических, серьезных глобальных вопросов безопасности в Закавказье до чисто гуманитарных проблем, включая борьбу с сельскохозяйственными вредителями, развитие языков национальных меньшинств и так далее. Немножко поговорим о Грузии.
Между Россией и Грузией на протяжении многих лет складываются непростые отношения. Как вы можете охарактеризовать их сегодня? Они остаются непростыми, но я очень признателен вам. Вы первый журналист, который вот задает мне прямой вопрос по Грузии. Я, безусловно, в своей предыдущей должности занимался и российско-грузинскими отношениями. Как вы знаете, после агрессии режима Саакашвили против Южной Осетии и против Абхазии, пик которой был, к моему и нашему общему, уверен, глубокому сожалению, достигнут в ходе трагических событий в Цхинвале в августе 2008 года. И после состоявшегося вскоре после того признания Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Это был не наш выбор, и вынужден констатировать с прискорбием, что несмотря на последующую смену в конце 2012 года политической власти в Грузии, никаких шагов по восстановлению дипломатических отношений мы не видим со стороны Грузии. Более того, поскольку мне на международных площадках не только в Женеве, но и, допустим, к примеру, в ОБСЕ в Вене, на площадке Организации Объединенных Наций в Женеве и в Нью-Йорке приходилось видеть и отвечать на абсолютно лживую критику грузинской стороны в отношении России и наших независимых друзей из Абхазии и Южной Осетии. К примеру, до сих пор риторика грузинского МИДа изобилует такими в корне неверными терминами, как оккупация, аннексия. Ну, это уже давно, так сказать, следовало бы забыть. Все-таки мы живем в 21 веке и стремимся к развитию дружеских, добрососедских отношений со всеми, без исключения, государствами. Поэтому, возвращаясь к сути вашего вопроса, скажу, что нынешние политические отношения между Россией и Грузией, политический диалог, по сути, сведен к нулю. Другое дело, что мы пошли навстречу грузинскому стороне и восстановили после смены власти неполитическую сферу отношений. Она, в принципе, это не является никаким секретом. Мы регулярно публикуем и статистику, и сообщения для СМИ, и других средств массовой информации о том, что Россия развивает отношения в торговой, транспортной и гуманитарной сферах в Грузии, поскольку они выгодны и полезны и для российского, и для грузинского народа. Но, повторюсь, никакой политики и дипломатии здесь нет. Поэтому, как часто у нас говорят, мяч на стороне Грузии. Мы открыты к обсуждению вопроса восстановления дипломатических отношений, но, естественно, по инициативе грузинской стороны. Пока я никаких шагов навстречу России не вижу. О Грузии мы, если позволите, поговорим немножко позже. Еще будет у меня кое-какой вопрос. А теперь о том, что 29 мая независимость Абхазии признала Сирийская Арабская Республика. Это, конечно, было знаменательное событие в истории нашей страны, и многие аналитики считают, что следующий шаг к признанию Абхазии будет осуществлен Ираном. Как вы считаете, согласны с этой точкой зрения? Ну, во-первых, пользуясь случаем, я позволю себе еще раз поздравить дружественный народ Республики Абхазия с тем знаменательным фактом, что 29 мая Сирийская Арабская Республика признала независимость Республики Абхазия. Это знаменательный шаг на внешнеполитическом фронте. Я на данном этапе не стал бы конкретизировать и называть какие-либо конкретные страны, поскольку наверняка вы отметили, какой ажиотаж после данного факта был поднят в Грузии, причем однозначно антироссийскими и антиабхазскими силами. Поэтому, наверное, в дипломатии, с одной стороны, транспарентность и открытость, безусловно, являются одной из наших ключевых черт, но, с другой стороны, есть определенные деликатные и тонкие моменты, когда стоит повременить с названием конкретных государств. С другой стороны, Сирия является очень серьезным игроком на Ближнем Востоке. И уверен, что и соседи, и друзья Сирии будут учитывать этот момент, имею в виду признание независимости вашей республики, в дальнейшем поддержании и расширении отношений с Сирийской Арабской Республикой. И уверен, что в любом случае после этого шага со стороны Сирии у Республики Абхазия появилось значительно больше друзей не только в Ближнем Восточном регионе, но и по всему миру. Как вы думаете, отразится ли признание Сирии и Абхазии на грузино-российских, российско-грузинских отношениях?
Ну, отвечу коротко, сомневаюсь, поскольку, как я уже отметил выше, наши политико-дипломатические отношения находятся на нулевом уровне, то, собственно говоря, признание со стороны третьих государств, Республики Абхазия, соответственно, это наши с вами двусторонние отношения, практически не зависят от российско-грузинских отношений, они идут абсолютно в разных плоскостях. А как вы расцениваете вот этот факт о разрыве дипотношений с Сирией со стороны Грузии? Ну, мне, значит, честно говоря, печально было слышать это, хотя, учитывая то, что я вам уже рассказал о политике грузинских дипломатов, об антироссийской, антиабхазской и антиюго-осетинской политике грузинской дипломатии на международной арене, собственно, этого и следовало ожидать. Вот я могу лишь вздохнуть с огорчением и призвать грузинских партнеров все же не, так сказать, вернуться в реалии современного дня и смотреть в будущее, а не в прошлое. Алексей Аркадьевич, вы до этого затронули тему женевских дискуссий. Вы принимали участие в женевских дискуссиях в качестве замглавы российской делегации. Да, в связи с этим я хотела бы спросить, как вы оцениваете перспективы вот этого формата и будущее этих женевских дискуссий? Я без ложной скромности оцениваю данный формат международных переговоров как очень важный и, соответственно, имеющий большие перспективы. Почему? Во-первых, женевские дискуссии являются на данный момент единственным уникальным форматом международного общения вашей республики и наших коллег и друзей из Южной Осетии с международными партнерами. Как известно, в женевских дискуссиях на равных абсолютно правах участвуют делегации Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, Соединенных Штатов Америки, а также 3 сопредседателя от международных организаций в лице ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Я считаю, это очень мощный политический формат, который, во-первых, дает возможность представителям Республики Абхазия доводить свою точку зрения напрямую до международных партнеров. Во-вторых, он предоставляет уникальный опыт получения вашими дипломатами и государственными служащими опыта на международной арене. В-третьих, ну, я бы даже поставил бы это на первое место по значимости, следует учитывать, что женевские дискуссии были созданы на базе одного из немногих имеющихся сегодня на столе международных правовых документов. Я имею в виду договоренности Медведева-Саркози, которые были подписаны российским и французским президентом 12 августа и с более расширенным толкованием 8 сентября 2008 года. Так вот, в документе от 12 августа было четко сказано, что женевские дискуссии будут посвящены, я цитирую, обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Тем самым в перспективе, я считаю, женевские дискуссии придадут международно-правовое основание безопасности и независимости статуса вашей республики. Грузии никуда не деться. Рано или поздно они будут вынуждены признать как независимость Абхазии, так и факт необходимости налаживания с вашей республикой добрососедских отношений. И уверен, что Женева, консультации наших дипломатов в этом швейцарском городе именно принесут такой важнейший результат для вашей страны. Тогда такой вопрос. Некоторые политики Грузии высказывают мнение, что и Грузии необходимо признать независимость Абхазии. А на ваш взгляд, возможно ли это? Ну, возможно ли это, наверное, не совсем вопрос в мой адрес, но о том, что это очевидно, здесь я абсолютно разделяю точку зрения этих политологов. И, как вот только что я упомянул, уверен, что в том числе благодаря женевским дискуссиям Грузия, грузинское руководство неизбежно придут к мысли о необходимости признания Республики Абхазия, равно как и Республики Южная Осетия. Я считаю, что будущее всего региона однозначно за этим. Россия – главный союзник и стратегический партнер Абхазии. Между нашими странами подписано множество соглашений о сотрудничестве в разных областях. Как вы расцениваете перспективы вот этого сотрудничества между нашими странами? Ну, я расцениваю перспективы нашего сотрудничества как однозначно радужные. Вы совершенно правы, что у нас подписано более сотни двусторонних соглашений и договоров самого разного плана, от военно-политических до гуманитарных.
многие из которых приносят реальную пользу абхазскому населению. И мне очень отрадно это осознавать. Вот недавно вступило в силу соглашение о возможности использования медицинских полисов гражданами Абхазии. Это очень позитивный фактор и элемент. Опять же, не могу не упомянуть два наших базовых больших договора. Это договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 2008 года, который создал надежную крышу в плане безопасности и обороноспособности для Республики Абхазия, практически на 100% отвел внешнюю угрозу для жителей вашей страны. И, безусловно, в его развитии, подписанный в ноябре 2014 года, договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Я считаю, это две ключевых базы для дальнейшего развития наших отношений. Союзничество и стратегическое партнерство во всех сферах. Я очень буду рад, когда, скажем так, мы укрепим в большей степени, в максимально возможной степени правовую основу наших отношений, примем хорошее законодательство, отвечающее современному российскому законодательству в Республике Абхазия, с тем, чтобы все жители пользовались во всей полноте теми преференциями и льготами, которые предусматривают наши двусторонние соглашения. Поэтому я смотрю с оптимизмом в наше будущее, совместное будущее. Алексей Аркадьевич, вот такой вопрос. Российско-грузинское соглашение об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года предусматривает открытие таможенных коридоров для перемещения грузов между Россией и Грузией. 18 мая российская и швейцарская стороны подписали договоренности об учреждении трастового фонда и госконтракта для реализации этого самого соглашения 2011 года. В конце мая вы выступили с заявлением о том, что это соглашение не ущемляет права Абхазии, и вопрос этот не стоит политизировать. Можете обосновать свою точку зрения? Ну, вы знаете, я не хочу повторять то, что уже было сказано и опубликовано во многих абхазских средствах массовой информации в моем комментарии. Считаю, что, во-первых, спасибо большое, что вы очень грамотно озвучили, что речь идет о таможенных коридорах. Потому что, когда я встречаю в прессе фразы, что вот Абхазию называют торговым коридором между Россией и Грузией, конечно, это неправда. Вот, речь действительно в данном упомянутом соглашении не идет об использовании в каком-либо виде территории Абхазии. Речь лишь идет о том, что Россия и Грузия создают на своей границе таможенные посты. Вот. Как они будут работать, это еще большой вопрос. Но ни о каком ущемлении абхазских интересов в данном соглашении абсолютно не ведется речи. Поэтому я бы предпочел не углубляться на данном этапе в детали этого соглашения, поскольку они прописаны во многих местах достаточно общо и неясно. По этому соглашению сторонам дается несколько месяцев на проработку этих деталей. Я уверяю вас, что позиция Республики Абхазия будет учтена российской стороной в полной мере. И опасаться здесь ни руководству Абхазии, ни абхазскому народу абсолютно нечего. Спасибо. Еще такой вопрос. Сложно ли быть вторым послом? После того, как здесь 10 лет отработал ваш предшественник, которого все любили и уважали, Семен Вячеславович Григорьев, и вот есть такой возможный момент сравнения. Вот с этим как вы справляетесь и как вы вообще это воспринимаете, как к этому относитесь? Конечно, сложно. Что здесь греха таить? Я с большим уважением отношусь к Семену Вячеславовичу Григорьеву, передаю ему большой привет. Буду стараться продолжить то дело, которое на протяжении почти 10 лет осуществлял в вашей республике Семен Григорьев. Для этого созданы все условия. Вы знаете, что моему предшественнику пришлось достаточно сложно. Он сначала практически в полном одиночестве работал, арендуя различные помещения. Вот, наконец, пару лет назад, нам удалось построить современный комплекс зданий и сооружений российского посольства и консульского отдела. То есть теперь не только российские дипломаты имеют возможность нормально трудиться в Сухуме и в других, кстати, городах
Республики Абхазия, но и качественно принимать жителей Республики Абхазия в нашем посольстве с любыми вопросами. В основном это, конечно, вопросы консульского плана, паспортизации, получения гражданства, но многие люди приходят и просто пообщаться и с послом, и с другими дипломатами российского посольства, и мы очень рады этому. Я лично будем стремиться к тому, чтобы ворота посольства Российской Федерации в Суккуми были всегда открыты для простых граждан, и будем учитывать по максимальной мере те просьбы и пожелания, с которыми к нам обращаются граждане вашей республики. Спасибо вам за интервью. Еще раз с праздником. Спасибо большое, и вас также. Спасибо.